Это актуальное интервью в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Всемирный день щитовидной железы отмечается ежегодно 25 мая. Он был учрежден в 2008 году по инициативе Европейской ассоциации, занимающейся изучением вопросов, связанных с щитовидной железой и ее заболеваниями. Гостья в нашей студии сегодня Валентина Кычкина, врач-эндокринолог Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики. Валентина Васильевна, здравствуйте. Здравствуйте. Каковы цели Всемирного дня щитовидной железы? Как вы сказали, с 2008 года это мероприятие проводится ежегодно, 25 мая. И это связано с тем, что заболевание щитовидной железы очень распространено и встречается очень часто. Этот день преследует очень много целей. Можно условно разделить их на 5 пунктов. Первый пункт – это пропаганда общественной информированности о заболеваниях щитовидной железы и об их медико-социальной значимости. Второе – это профилактика, повышение информированности о распространенности заболеваний и методах их ранней диагностики. Третье – это пропаганда программ профилактики и образовательных мероприятий, то есть образование школ, информация, дается информация населению о заболеваниях щитовидной железы. Четвертое – это пропаганда и распространение информированности населения о современных методах диагностики и лечения заболеваний и повышение доступности медицинской помощи при патологиях щитовидной железы. Что такое щитовидная железа и каковы ее функции? Щитовидная железа – это самый важный орган в организме человека. Он эндокринный орган, она очень маленькая, но она очень важная. Почему? Потому что она вырабатывает гормоны, которые регулируют весь наш обмен веществ. И самое главное, одна из функций – это утилизация кислорода тканями организма, стимуляции иммунитета, то есть она дает, гормон щитовидной железы дает рост клеткам иммунной системы, которые отвечают за борьбу с инфекциями. Какие болезни возникают при нарушении функции щитовидной железы? При нарушении функции щитовидной железы условно можно разделить на 3 группы. Первая группа – это заболевание, когда гормон щитовидной железы вырабатывается чрезмерно. Это называется тиреотоксикоз, это медицинский термин. Но по симптомам, люди жалуются на повышение потливости, постоянная потливость, снижение веса при нормальном или даже повышенном аппетите, повышение температуры тела, но речь идет не о температуре 39 градусов, а о так называемой субфебрильной температуре. И основными признаками нарушения фертильной функции у женщин, может быть, и у мужчин тоже. Дальше, вторая группа – это заболевания, которые связаны с недостатком. Там был избыток, а сейчас недостаток гормонов щитовидной железы. Условно его можно называть гипотиреоз. Если человек в первом случае был очень возбужденный, активный, а при гипотиреозе он становится вялым, сонливым, у него от этого диагноза очень много масок, он может протекать под маской различных заболеваний, хроническая усталость, авитаминоза. У женщины всегда жалуются на тусклые волосы, на ломкость ногтей, сухая кожа. Если по сути у каждого человека, если прикопаться, есть такие жалобы, депрессии, нарушение веса, умеренное его повышение. И третья группа – это заболевания щитовидной железы, которые не связаны с нарушением гормональной функции, но в структуре щитовидной железы имеются морфологические изменения. Что такое морфологические изменения? Это узлы, различные фолликулярные образования, различные кисты. И если у человека появились вышеперечисленные симптомы, он должен обратиться к врачу-эндокринологу.
А вообще, вот как человек может понять, что у него проблемы с щитовидкой? То есть он либо слишком слабый, либо гипервозбужденный. Вот какие могут быть Ну, такие какой-то прямо, распространенные симптомы, да, скажем так? какой-то прямо такой, вот такого, как щелчок, такого симптома нету, но я еще раз говорю, они протекают под масками, особенно гипотиреоз. А тиреотоксикоз, он все-таки как-то, например, человек был, например, полгода назад, условно скажем, 100 килограмм, а тут он ничего не делал, ничего не делал для снижения веса, но похудел, скажем, на 15 килограмм, как будто бы беспричинно. Он прямо стал очень энергичный, стал много кушать, но худеть, худеть, худеть. И у него, ну, очень характерным симптомом является увеличение ширины, ну, экзофтальм называется, да, это, ну, грубо говоря, выпучивание глаз, да, может быть такая симптоматика. И очень часто вот это заболевание протекает с нарушением ритма сердца. То есть у здорового человека, если вдруг стало перебои в сердце, да, ни с того, ни с того, то он должен уже как-то вот очень много заболеваний протекает вот именно с нарушением ритма сердца. Хотя может и выпучивание глаз не быть, а у нас вот прямо есть стандарт, если у человека есть нарушение ритма сердца, это экстрасистолия, аритмия, да, это, с которыми часто сталкиваются кардиологи, то мы обязаны проверить уровень гормонов щитовидной железы. А вообще, какова статистика заболеваний щитовидной железы у нас в Якутии? Так, ну, если говорить про земной шар, 1/3 населения земного шара страдает заболеваниями щитовидной железы. Если на май 2023 года у нас зафиксировано 8,2 миллиарда человек, это, считая, более 2,5 миллиарда человек страдают этими заболеваниями щитовидной железы. Значит, по Якутии на 2021 год у нас таких абсолютных чисел нету, да, но по данным эндокринологического диспансера на заболевания щитовидной железы, связанных с недостатком йода, страдает 17,5 человек на 1000 населения. Гипотиреозом страдает 2,5 и тиреотоксикозом 1,5. Если смотреть по мировой статистике, заболевания щитовидной железы, связанные с недостатком йода, на их когорту приходится 44% населения. Гипотиреозом страдает 24% населения земного шара, да, это, и тиреотоксикозом 11%. Есть еще 1/4 группа, тиреидиты, это так называемые, ну, воспалительные заболевания щитовидной железы, это 21% населения. Ну, действительно, очень серьезные, высокие цифры. А какие причины вот такой заболеваемости? Ну, я хочу утешить, что заболевания очень широкие, но в большинстве случаев они предотвратимы, излечимы и, более того, предотвратимы. Предотвратимой вот группой являются вот как раз эти 44%, которые связаны с недостатком йода в окружающей среде. То есть наша Россия, наша Якутия находится, это называется по-другому эндемический район, да? Эндемический район, это географический участок, где в природе нету этого элемента йода. И вот это вот 44%, то есть 17, то есть из 1000 человек, 17 человек страдают вот нехваткой йода. Это, ну, это официально установленные цифры, а если вот делать каждого человека осмотр, да, можно, в принципе, это, ну, количество будет гораздо больше. То есть можно сказать, что у якутян достаточно часто встречаются заболевания щитовидной железы. Да. Вот, а каковы вот группы риска заболеваний Так, щитовидной ну, железы? группы риска тоже можно разделить условно, ну, на 4 группы. Первая группа – это люди, у которых, у родственников есть заболевание щитовидной железы. Особенно у нас вот по наследству передается аутоиммунный тиреоидит, который в основном страдает вилюйская группа улусов, да, например. У них, если, скажем, у мамы есть это заболевание, да, значит, у дочери оно будет. И оно, ну, вот так очень сильно наследуется. Но не хочу ничем пугать, но это просто выявлять и просто контролировать. Прямо с первых дней выявления там какого-то страшного, ну, гормональных препаратов, ничего такого не требуется.
И вторая группа – это люди, подвержены ионизирующей радиации, да, то есть это бывает у нас очень много, получает лучевое лечение, да, радиации, рентгеновское и электромагнитное излучение. Третья группа – это люди, как раз живущие в эндемических географических зонах, где есть недостаток йода в природе. И четвертая группа – возраст старше 45 лет. Там пол не указывается. А вот как выявляют такие заболевания и вообще излечимы ли они? Ну, я еще раз подчеркиваю, эти заболевания излечимы и предотвратимы. Это самое главное, что нужно запомнить. И заболевания можно выявить при обращении к врачу-эндокринологу. Поэтому, если, например, у вас есть возможность сходить, сейчас везде по городу образуются всякие ярмарки здоровья, да, всякие медосмотры по предприятиям. А если там есть эндокринолог, всем надо сходить к нему на прием, чтобы он у вас пощупал, послушал, анамнез собрал, да, то есть, ну, какие есть у вас наследственность, да, ну, все, в принципе, одной беседой проводится, и только врач определяет, нужно ли этому человеку дальнейшее обследование. То есть прямо всем подряд завтра бежать к эндокринологу не надо, но должны быть показания, конечно. Это все-таки диагноз довольно серьезный, поэтому должны быть показания и определенные факторы риска. То есть мы выявляем вот те, что я перечислила, факторы риска. А вот чтобы не допустить, да, болезнь щитовидной железы, какую профилактику следует вести? Ну, Всемирная организация здравоохранения рекомендует ежедневное употребление йодированной соли и не менее 3 раз в неделю употребление продуктов, богатых йодом. Это в нашем случае, к сожалению, морепродукты. И кроме этого, вот йод содержится, кроме йодированных солей, в хурме очень много, чернослив, орехи грецкие, лесные, различные семена, очень богатые ягоды, крыжовник, шиповник. В принципе, все это, по идее, доступно, не обязательно каждый день питаться морепродуктами. Та же морская капуста, в принципе, у нас доступна. И самое главное – это йодированная соль. То есть мы вместо обычной соли должны употреблять йодированную соль. А стоит ли брать вот йод не из продуктов, например, а из витаминов или из каких-то препаратов? Но, в принципе, это не возбраняется. Суточное количество для взрослого человека – это 100 микрограмм. А особая группа настороженности – это дети, подростки и беременные кормящие женщины. Это самая такая группа, которой нужно проходить йодопрофилактику. По идее, если мы живем в эндемическом зоне, да, мы с 0 лет должны заниматься профилактикой йододефицита, чтобы к 45 годам ни у кого не было ни узлов, ни тиреоидитов, ни гипотиреоза. Да. Ну что ж, Валентина Васильевна, большое спасибо за такую полезную информацию. Я уверен, что нашим телезрителям то, что вы озвучили сегодня, будет очень полезно. Большое спасибо, что нашли время, пришли к нам, ответили на наши вопросы. Желаем вам дальнейшей успешной работы. Спасибо за внимание. А я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.